Мировой кризис, который стал причиной дефолта 98-го, практически разорил россиян. А дефолт, в свою очередь, ускорил процесс распада России. Маленький толчок, и мы бы развалились, как Россия. Россия рухнула бы как дом, назначенный под снос. Потом все с умным видом доказывали бы, что распад Российской Федерации был предопределен ходом истории, так же, как и развал СССР. Новообретенную свободу мы быстро превратили в анархию и не почувствовали никакой разницы. Под демократией начали понимать вседозволенность. Демократия невозможна без соблюдения закона. А у нас беззаконие полное творилось. Вот почему крыши возникли криминальные в бизнесе, там даже в политике. Откуда они взялись? Потому что государство не выполняло свои функции защиты интересов гражданина. И вот возникли сразу криминальные крыши, которые заместили на этой пустой площадке само государство. Многие становились бандитами, вооруженными и особо опасными. Убивали друг друга, наших детей и близких, друзей и партнеров по бизнесу. Это был жестокий и чудовищный мир. По количеству криминальных смертей мы превзошли все страны мира. Вопросы решались почти так же, как во времена отца народа. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Но мы выживали. В 90-е годы, я напомню, приходили бандиты и говорили, вот сделай так, так, так и так, и так. Тогда было такое время. И все эти 10 лет Ельцин с командой приватизаторов тащил российский корабль неведомо куда. Тащил, пока не натолкнулся на дефолт 98-го. С чем можно сравнить накрывший нас мировой экономический кризис? Наверное, с ураганом, смерчем, извержением вулканов, землетрясением, цунами и наводнением вместе взятыми. Причем в масштабах экономики одной отдельно взятой страны. Дефолт стал концом всей нашей новейшей экономической политики. Производство упало почти на 40%. Только что отпечатанные рубли нового образца обесценились в 4 раза. Банки закрывались один за другим, и люди теряли практически все свои сбережения. А Россия опять начала тонуть, и россияне вновь оказались без спасательного круга. Измученная страна ждала нового лидера, и Ельцин это понял. На примете у него было несколько человек. Один из них по фамилии Путин. Первая должность Путина в ельцинской команде – заместитель управделами президента. Пятая – более публичная – директор ФСБ. В мае 1998-го шахтеры Кузбасса, Воркуты и российского Донбасса из-за многомесячной задержки зарплат объявили забастовку. Чтобы быть услышанными, они блокировали значительную часть железных дорог страны. Сибирь и весь юг России оказались отрезанными от центра. Сотни заводов должны были остановиться через несколько дней. Шахтеры заявили, что будут стоять насмерть до победы. Их главное требование – отставка Ельцина. Новый директор ФСБ убедил шахтеров не добивать страну. Убедил достаточно быстро и без потерь. Его личная роль в разрешении этого конфликта не афишировалась. Но, как говорят, пришла беда, открывай ворота. Катастрофа преследовала Россию по пятам. Маховик катастрофы набирал обороты. Неизвестно, как Путину удалось потушить и тот политический пожар, охвативший страну. Пожар, ведущий к распаду России. Но, скорее всего, именно тогда Ельцин пришел к выводу. Этот человек может находить выход в практически безвыходных ситуациях.
7 августа 1999 года началось вторжение чеченских боевиков в Дагестан. Через 2 дня после начала военных действий Ельцин делает неожиданную рокировку. Он перемещает Путина на предпоследнюю ступень пирамиды власти, назначает премьер-министром. Эка невидаль. Таких премьеров за последние 8 лет было 6. Побудет годик-другой и отправится на покой. Не удержится. Слетит. Но не слетел. Вскоре после своего назначения новый премьер-министр прибыл в Дагестан. Во время этой поездки на встрече с военными он поднял бокал и произнес: «Я хочу выпить за тех, кого не стало на этой войне. Я хочу выпить и за живых солдат. Я хочу выпить и за их матерей. Но за все это мы выпьем с вами после победы». И он поставил бокал, так и не пригубив. Могла ли вслед за Чечней полыхнуть и вся Россия? Очень многие считают, что да. Причин было более чем достаточно. Это было похоже на компьютерную игру, где из темного, запутанного лабиринта существует только один правильный выход. Выход, который очень непросто найти. Но выход должен быть найден. Иначе конец. И не игры, страны. 40% населения, почти 70 миллионов человек, живут за чертой бедности. Вместо демократии – бардак и анархия. Полная нестыковка местных законов с федеральными. Неспособность ведущих политических партий договориться в парламенте для принятия важнейших законов. Упадок промышленности, сельского хозяйства, инфляция, гигантский внешний долг, банковский кризис. Наступление мафии по всем фронтам. Олигархи перехватили средства массовой информации и уже подбираются к главным рычагам власти. Могучая, боеспособная армия разваливается на глазах. В случае гражданской войны рассчитывать будет не на кого. Недаром в первые месяцы президентства у Путина как-то случайно вырвалось: да у нас кругом Чечня. Приданное, полученное Путиным, могло свести с ума и согнуть любого. Как вернуть страну? Как помочь ей выйти из клинической смерти, без шокотерапии, которая может окончательно угробить ее? Есть проблема, разные мнения. В прежние времена, при любимом отце народов, которого нам ставят пример до сих пор, все проблемы решались быстро. Сталин говорил: «Я предлагаю, мы предлагаем». Народ радостно голосовал «за». Почему? Что, все эти предложения были безошибочными и верными? Вряд ли. Просто за малейшее промедление с горячим и искренним одобрением сажали и расстреливали. Но всему приходит конец. Вождь умер, и страна потихоньку стала терять управляемость, а народ – исполнительность. Никаких новых стимулов для укрепления управляемости и исполнительности придумано не было. Путинская вертикаль власти сильно подрезала крылья анархии 90-х, которую мы почему-то ошибочно называли демократией. Во время своего первого президентского срока Путин, выступавший тогда еще в легком весе, вступил в схватку с тяжеловесами, богатейшей и самой могущественной частью российской олигархии. Это была самая настоящая борьба за выживание государственной власти. Еще недавно олигархи были единственной преградой, мешавшей коммунистам вернуться на трон.
Некоторые из этих олигархов сориентировались очень быстро. Ведь они знали, деньги пахнут и очень вкусно. Оказывается, на них можно купить не только яхты и дворцы, но и милицию, депутатов, чиновников, губернаторов, даже Кремль. Не башни со стенами, конечно, а тех, кто за ними. От решения олигархов напрямую зависела политическая стабильность в стране. Мы все с потрохами. Захотят, и вся власть полетит в тартарары со всеми ее идеями и планами. Олигархи были уверены, новый непокорный президент – это не такая уж и большая проблема. Его власть имеет очень короткое время, 100%. Этот режим будет снесен, я в этом нисколько не сомневаюсь. Есть два сценария развития событий. Два сценария. Один сценарий я называю дворцовый переворот, а второй сценарий я называю революционный переворот. Да? Вот дворцовый переворот возможен, то есть те люди, которые рядом находятся с Путиным в окружении, я думаю, даже они осознали, что Путин очень глуп, да? Реально глупый, да? Как поступить в этой ситуации? Он понимал, какая идет игра. На кон поставлено все. Будущее страны, государственность и, конечно, его президентство. Быть ему марионеткой в руках олигархов или не быть. Но он начал и победил. Несмотря на сомнения очень и очень многих, невинных жертв в этой схватке не было. Были напуганы старые олигархи. Возникла новая схема, не зафиксированной на бумаге договоренности. Вы, ребята, сохраняете свои средства, вы в политику не играете, и, когда надо, мобилизуете ресурсы для того, чтобы решать важные для страны задачи. Также он изменил ситуацию и на главных телеканалах страны. Постоянная линия атаки, что вот средства массовой информации были свободными, теперь нет. А чего было свободного? Вот спросите, что происходило на Первом канале. Пришла группа товарищей, по сути, приватизировала этот канал, завела туда свою службу безопасности. Вот такое. Основных руководителей посадила на конвертную оплату труда и использовала общенациональный федеральный канал, как мы сейчас говорим, в корпоративных интересах. Другая группа товарищей забралась в другой канал и начала использовать на тех же основах и по тем же принципам в своих корпоративных интересах. Вот демократия. Конечно, когда их оттуда погнали поганой метлой, то это многим не понравилось. Эра Путина началась в 2000 году. Именно тогда появилась на свет стратегия социально-экономического развития России, которая была рассчитана на 10 лет. Наверное, что-то можно было сделать иначе. Правее, левее, шире или глубже, выше или ниже. Никто не закрывает глаза на недостатки. Но нельзя не заметить и достижений. Произошло самое главное. Мы шагнули вперед. И все эти годы командиру экипажа приходилось выполнять фигуры высшего пилотажа. Но результат того стоил. Еще немного, еще чуть-чуть, и нам докажут, что все это произошло не благодаря, а вопреки Путину. Но мы не рыбки в аквариуме, а Путин, к сожалению, не золотая рыбка, которая в мгновение ока может выполнить любое наше желание. Сделать нас в одночасье богатыми и счастливыми, или больше того, избавить Россию от многовековой коррупции. Кто откроет эту бутылку, тот будет знатным, сильным и богатым.
Любопытно, что же может быть в этой старой посудине, подумал рыбак. Посмотрим, что же это такое. Иногда мы ведем себя как злой джин, который сотни лет ждал своего освобождения из запечатанного сосуда. Когда его освободили, он решил уничтожить своего спасителя. Почему? За то, что слишком долго, как и мы, ждал своего освобождения. В 90-х мы были уже не в шаге от пропасти. Мы уже висели над ней, готовые с минуты на минуту рухнуть вниз. Мы были готовы разбежаться друг от друга в разные стороны. Вместе с морями и реками, лесами и пашнями, нефтью и золотом, газом и углем. Но мы не рухнули в эту бездну. Кто-то считает, что наше движение вверх, к сияющим высотам светлого будущего, слишком медленное и неуверенное. Другие не согласны с такой оценкой. Они не заметили, как президенту удалось свернуть гору, и теперь обвиняют его в том, что ему не удалось свернуть две. В 2008 году завершился второй срок президентства Владимира Путина, и он оставил свой пост. Оставил, вопреки ожиданиям очень и очень многих. Противники Путина до того, как узнали, что он не будет переписывать Конституцию под себя, пугали соплеменников. Вспомните Сталина, который провел 27 лет за штурвалом страны. Вспомните, чем это кончилось. Сторонники приводили в пример Франклина Рузвельта, который 12 лет был президентом Америки, и, по мнению многих, именно благодаря ему Америка стала супердержавой. Мировой кризис 2008-го нанес огромный урон экономикам США, Франции, Испании, Греции, Португалии, Ирландии, Исландии, Сингапуру, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Венесуэле, Ямайке и ряду других стран. Некоторые из этих стран обанкротились, в других рухнула банковская система. Тогда, в начале века, о возможности нового кризиса никто и слышать не хотел. И так страхов было хоть отбавляй. Да и денег было катастрофически мало. Но осторожные и умные люди говорили президенту: нужен резервный фонд. На всякий случай. И именно благодаря своевременно принятым мерам золотовалютные резервы России выросли за следующие 8 лет в 16 раз. Но кто должен был сказать решительное «да» или «нет»? В конечном итоге за мной было решение, что делать. И я сказал: да, я согласен вот с этими коллегами, а это были Министерство финансов, Министерство экономического развития, Центральный банк, будем формировать резервные фонды. Мы столкнулись с определенным давлением наших оппонентов внутри по политическим вопросам. Отдайте деньги на здравоохранение, отдайте деньги туда-сюда, это все очень нужно. Я требую денег, я хороший. А он не дает, он плохой. Бог не выдаст, свинья не съест. Но оказалось, что мы были правы. Конечно, мы преодолеваем этот кризис мягче, гораздо мягче, чем во многих других странах. Мы подошли к этому кризису с окрепшей экономикой. Мы были свободны от долгов. У нас в 2000 году долг наш государственный составлял 120% или 124 даже процента от ВВП страны. Запредельно для России. Мы фактически пережили состояние дефолта, то есть банкротство страны. Второе обстоятельство. Мы действовали быстро и энергично. Сформировали планы по каждому региону Российской Федерации борьбы с кризисом, борьбы с безработицей. Наша задача была сохранить вклады граждан, не допустить их банкротства, когда они послали всех подальше в 1998 году, и все, люди потеряли все свои накопления. И мы тогда приняли решение: выдавать будем все,
что граждане потребуют. Но мы посмотрели, даже если все запросят, наши резервы позволяли накачать ликвидностью банки настолько, чтобы обеспечить все, что люди запросят. Ну, примерно 2 недели этот ажиотаж продолжался, потом наступила стабилизация, а потом понесли назад люди деньги. Чтобы поняли, что государство не кинет никого. Финансовые учреждения остались на плаву. Мы не обанкротили ни одного финансового учреждения. Некоторые скупили, совсем уже лежащие на боку. Но и их тоже не бросили, а начали их реструктуризацию, сохранив клиентскую базу. Что тоже, на мой взгляд, очень важно. Я исхожу из того, что бы я ни сделал, всегда будет подвергаться критике. Но ориентиром здесь для меня всегда является собственное понимание того, нужно это стране или нет. Так что же, и здесь он оказался прав. Оставим этот вопрос без ответа. И все-таки пусть каждый решает сам. Взвешивает, спорит, даже кричит до хрипоты. Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! А корабль плывет. Кто придет, кто уйдет. Но главное, чтобы у того, кто встанет за штурвал нашего корабля, хватило сил продолжить этот труднейший путь. Ради нас всех, ради России. Осторожно, грамотно, целеустремленно, без суеты и потерь. Да поможет нам Бог.